Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Якутия-24». Старая добрая программа «Один из нас», где, начиная с 2013 года, через темную студию прошло огромное количество, на самом деле, очень интересных людей. Один из них, без всякой ложной скромности, это один из замечательных представителей якутского народа, самый известный якутский азербайджанец Алиш Забидович Мамедов. Здравствуйте. Доброе время, добрый день. Я не буду представлять ваши должности, и так знают, кто вы, как народ вам доверяет. Отрадно было видеть, что хангаласцы с таким огромным, значительным перевесом отдали свое расположение, свое доверие вот на прошедших выборах. Поздравляю. Спасибо большое. Да. Давайте начнем с... Вот скоро ноябрьские праздники, да, один из праздников нашего советского времени, когда обязательно был парад, обязательно была демонстрация. Я помню, люди, работяги, выходили в оцепление, в тулупах, в унтах уже летческих. Да? Ведь до того, как неразрывно связать с Якутией свою судьбу, вы попали в советское время по советским программам, комсомольским программам в наш северный край. Давайте мы немножко вспоминаем, как Алиш Забидович, много было, конечно, сказано, но вдруг представителю комсомола, еще один представитель комсомола расскажет что-то более интересное. Обычная советская история, наверное, но моя история маленько чуть-чуть другая, потому что я, где учился в деревне в школе на национальном языке, заканчивал институт, поступал тоже в институт на национальном языке, хотя был и русская группа, а азербайджанская. Баку очень многонациональный город был в советское время, один из многонациональных вообще в Советском Союзе. Интересно было в таком городе учиться. Пацанам 16 лет, когда в город приезжаешь, и метро есть, и трамваи, и троллейбусы, и многонациональный город, студенты, аудитория, спорт, борьба. Конечно, терялся сначала. Ну, поскольку был в таком интересном городе завершена моя учеба, и эти годы были более интересные, потому что в советское время, на самом деле, стройотряды, они особое значение имели. Я побывал уже в 17-летнем возрасте, ныне Тверская область, Калининская область, город Кашин, крупный город. Мы там 60 человек, в основном азербайджанцы, там были армяне в нашей группе люди. И мы там работали в очень хороших объектах, строили кабель канала, объекты, там, роддома, там, какой-то садик участвовали. Первый раз учился каменные кладки делать. Потом, естественно, второй год у нас город Ачор, это якутянам очень печально известный город, и снова Калининская область. Наш институт закреплен был как-то в тем области, да. Другие студенты ездили, естественно, Мурманск, кто-то отсюда до Норильска. Третий раз я уже в роли командира отряда в 5 курсе был Пермская область, город Ачор. Я первый раз ездил как квартирант, обустроить будущих студентов. Первый раз с самолета полетел и удивился, как это все случится, боялся очень, да. Меня еле оторвали от сиденья, когда выходил с самолета. Поэтому интересно было 4 девчонки, много русских, азербайджанцев, 4 армянина и русская группа азербайджанцев. Я был командиром отряда, мне было всего 21 год. И не знал еще дальше, что меня ожидает. И очень успешно работали в лесу, строили большой коровник. Интересно все было там, да. И очень интересные встречи были в те годы местными молодежи, совместные мероприятия, стройотряд, местные первосекретари, их вечера. И поэтому как-то интересно было показать себя. Были студенты у нас, кто-то хулиганы, да, но все как-то подчинялись одному, что надо жить, надо не утонуть. Нас больше предупреждали, что вы не умеете плавать, в России много водоемов. Ректор говорил, ежегодно говорим, провожаем, в среднем теряем 9-11 студентов только из-за того, что утонули. Но поэтому моя задача была всех живых вернуть, работать. 2 месяца был напряженный, оказывается, это был напряженный там период перед моим отъездом в Якутию. Потом я вернулся, диплом защитил. И вот распределение, тогда глава нашей республики, тогда первый секретарь, потом президент Азербайджана, мы называем недавно, 100 лет был Гейдар Алиевич, да, он сделал очень большое дело, он обращал внимание, он даже поезд студентов провожал в России, я помню.
И мы, обучавшиеся, получили диплом на азербайджанском языке, инженер-строитель, профессия. И распределение, когда увидели, я как староста группы был весь 5 лет, я первый увидел, я чуть не упал. Из 28 мест нашей группы 21 был Россия. Калуга, Усть-Хрустальная, Набережные Челны, 2 места Ростов-на-Дону, Харьков, город Киев, из Баку город Киев, инженер-строитель, да, и был Актюбинск. И, естественно, был Мохсоголло, Якутия. И вот я очень долго думал, и 7 мест в Баку был, из них все проектные институты без прописки, оклад 90 рублей, без представления жилья. Поэтому о других городах Якутии было написано, что зарплата по штатному расписанию. Это меня заманило, думаю, что за расписание, что там будет, интересно. Хотя мой оклад оказался потом 115 рублей, Баку был 90, тут 115. Но я, естественно, почему-то, деревня, где я живу, зима всегда, вечные снега. В Азербайджане? В Азербайджане, да, всегда, даже сейчас был там, снега фотографируюсь, всегда горжусь нашими горами. Это между Дагестаном и Азербайджаном последняя деревня, мы на границе жили с Дагестаном. Поэтому холод не пугал, Тикси, название мне нравится почему-то всегда, Тиксон, Тикси, я карты хорошо знал, весь мир, я мог глобус покрутить, казахам тыкнуть и должен назвать, куда попаду, страну хотя бы, столицу и население. Если море, должен назвать глубину там. До этого себе накачивал, что надо знать карту, надо мир. Интересно же это очень. Ну вот поэтому вот выбрал я декану, сказал, поеду в Якутию. Он Тилман Али. Сами выбрали? Сам выбрал. Он сказал, что Алиш, ты староста. У нас по среднему баллу отправляли. Я был 3-й в группе. Были хорошие ребята. У меня был 4-3 средний балл. За 45 экзаменов вводили средний балл, и там было, у кого он имеет право, кто в первом месте, он выбирал себе будущее рабочее место. А я сразу сказал, Якутия оказался бы, наверное, последним. Сейчас я последний парень, который есть, у меня встречаемся, он говорит, я должен был директором Якутцемента, ты вместо меня поехал, говорит. Да, это шутка, естественно. Поэтому я выбрал это место, и тогда Алиев Тилман был, он живой, я нахожу его через 30 лет, 40 лет. Якутские книги ему дарил, он доктор наук разных институтов в Украине, Азербайджане. Телевидение, передачи ведет, строительный вел раньше. Потом я узнал об этом. Я нашел друзьями, приехал, что я, вот вам норковая шапка, вот история Якутии, вот вам книга про реку Лена, вот вам маленькая книга про Якутцемент. И очень дружеские встречи организовывал. Он тогда мне говорит, Алиш, там народ наш, но морозы не наши. И я даже удивился его знаниям, 36 лет, декана, он говорит, народ наш, это тюркская группа народов, но морозы большие, ну я говорю, да что сделаешь, все равно нас армии заберут. У нас не было военной кафедры, куда бы ни поехал бы, Харьков, Актюбинск, Калуга, меня все равно тоже призвали бы. И потом так случилось. Кто ехал в те города, их тоже призвали. Кто в Монголию служил, я Тикси, по блату тут тоже договорился. Якутии армии больше нет, кроме Тикси. И я решил остаться, и меня на самом деле договорились, что военком отремонтировали, пусть Мамеду служит в Тикси, у него пойдут надбавки к зарплате. Вот 1,5 года я служил тогда в Тикси. Поэтому вот правильная была кадровая политика руководителей республики, что много путевок, наверное, с центром договаривались, что наши молодежь Азербайджана ехал работать. Населения много. Институт мы заканчивали, у нас 25 тысяч студентов. 25 тысяч, монголы, вьетнамцы были, общежитие отдельно для них. Я жил в отдельном судгородке. Когда Михаил Ефимович делал судгородок, я очень радовался, я жил в таком городке, у нас свой кафе, чайхана, столовая, там магазин для студентов, ценообразование было как-то нормально, да. Поэтому вот такая простая жизнь, это все было 21 год. И 21 год я уже был еще перед отъездом в феврале месяце, в 1979 году, обмен студентами Чехословакии. 21 год отмечал Праге, Карлов Вары видел, другую Европу видел, типа, да. Поэтому так-то интересно для меня было. И приехал вот в Якутию. Не буду рассказывать, как это сложно приехал, неправильный путь выбрал, но я добрался через 13 дней, Махсоголох еле нашел, в кармане 48 копеек. 7,48 копеек я добрался в Махсоголох, продал последнюю бутылку самогона, меня отдавал один родственник, 4 бутылки. 3 я в Красноярском аэропорту потреблял, чтобы продать, кормить себя, деньги кончились. И вот меня рассчитывал, потому что наш завод не отправили меня проездные. И я после этого, естественно,
нашел махсолог, нашел завод и удивление, приехал 9 августа 1979 года, попал в День строителя. И какая-то судьба моя, что я День строителя приехал в Якутию мастером цементного завода. Меня сразу Ботум увезли, даже работу не строили. Утром на корабль едем в Ботум. Около 800 людей, семьи. Вот там наша турбаза была, Якутцемента. Мы потом благополучно в роли директора Якутцемента, я его передал по просьбе Михаила Ефимовича, первого президента нашей республики, я отдал национальному парку Ленинские столбы в 1994 году. Ну вот так, если честно, и естественно было потом больше большого города Баку, Тверская область, Прага, маленький Махсолог. И я оказался, что меня снова повезло. Тогда повезло, что я в таком городе жил, с двумя лезгинами жил в одной комнате 5 лет, и один азербайджанец. Я тут приехал, многонациональный Махсолог, многонациональный Хангалатский улус, и тем более многонациональная Якутия. И когда я после первого дня, отдел кадр находится, я извиняюсь, конечно, рядом мужского туалета, и там написано национальный состав, тогда смотрел, был 22 национальностей. На разных языках, да? Да, да, нет, там доска висит, такая табло. У нас работают представители, и на количество русских сколько, тогда украинцев много было, башкиры, татаров, буряты, ну, все национальности, естественно, народ Саха, якуты, да, и там не было азербайджанца. Я потом оказался, я через месяц видел, таблица изменился. Внизу написано один азербайджанец. Да, сейчас 5 азербайджанцев, кстати, да. Они кто-то из севера приехал, кто-то из нашего района, женились, остались тут, работают в разных должностях. Алиш Давидович, я знаю, что вас очень сложно перебить, да, но еще раз, ремарка такая. Вот советское распределение, это же было железно. Ни вправо, ни влево нарушить ты не мог просто, да? Вот я к чему? Вот сейчас очень много же есть программ подготовки кадров и так далее. Вот что нужно привнести из советской системы, чтобы ребята, которые учатся где-то там и так далее, они возвращались обратно, пользу приносили своими знаниями, своими навыками, которые получили где-то там. Это же кадровый вопрос, это же как руководитель предприятия, как народный депутат, это же очень важно. Это очень важно. Я удивился, что на самом деле он 3 года же был, молодой специалист, 3 года предприятия. Если нарушения, конечно, тебя могут выгнать из-за нарушения, за прогулы, это другое не считается. Если он дисциплинированный работник, он работает, старается, 3 года обязан, он, если не хочет уходить, его выгонять нельзя было. Я даже служил, я работал 9 месяцев, или там августа до апреля. Меня призвали, я поехал в армию. Вернулся, семзавод, пришел, я еду в шинелях, по коридорам меня встречали, все до сих пор смеются, кто старший помнит, что хочу договориться, я работу вернусь. Директор завода сказал, что мы вас не примем, и в лучшем случае каменщик, должность ваш занят, он нас устраивает, у тебя остался всего. Я говорю, у меня 3 года же, 1,5 года там, 9 месяцев, тебе 6 месяцев осталось, у тебя выбор есть. Я вот поэтому пошел, меня друзья посоветовали, кто меня знал, в Верхних Бестях, там развита была нефтеразведка, это участок, и меня там сразу взяли, как узнали, армию служил, как высшее образование, коммунист еще, плюс еще 7 заводов работал мастером. Меня забрали начальником участка нефтегазгеологии, строительного участка. И я с таким договоренностью, меня даже солдатским одежде меня приняли, записали, 10 дней время дали, полетел домой, родителей, братьев увидел, обнялся и вернулся снова обратно в Якутию, работал в Бестяхе 9 месяцев. Ну, так случилось, что директор завода поменялся, кто меня не взял на работу. Другой меня увидел и сказал, хватит ходить там, конюшни строить, ты нужен в всем заводе. И меня вернули обратно, я с удовольствием вернулся, большим трудом, меня там не выгоняли, месяц меня мучили, но Мубараков такой есть, фамилия известная нашей республики, братья Мубаракова, министр строительства, его брат Нигмат Фаткулович, он мне сказал, Алиш, нашу контору скоро закроют, давай на колени подписать мне отношения, иди начальником ОКСа завода вперед, у тебя есть большое будущее. Вот так этот человек меня направил, я вернулся с завода начальником ОКСа. И я тогда знал, что молодые специалисты, кто приезжает, общие дают, квартиры через 3 года даем. И это очень хорошее подспорье было. Человек защищен. Я тоже после Тиксы был 24 года, никто снова. Одни джинсы, одна рубашка, один пинджак из боку, сопромат, книга, азербайджанско-русский словарь и бютте. Ничего нету. А если государство не защищает, ты можешь попасть вообще тоже куда-то.
На сегодняшний день я директор завода, я спрашиваю университет, а кого вы меня направили жестко на 3 года обучали, я не принимал. Я молодые годы, 90-е годы очень много обучал. Человек 8, 10, 12 разных вузах. Я ошибался. Никто из того, который я обучал, по просьбе родителей, детей, общежитие платил, будущий специалист экоцемента, механик, инженер, экономист. Мы обучали те, которые у нас не хватает. Из них 1-2 возвращался из-за того, что материк нравился. Многие уходили девушку замуж, мужчины не возвращались. Я понял, что моя кадровая политика уже хромает. А здесь в университетах наших мы встречались. Очень много Буслаев Юрий Николаевич руку приложил, он собирал руководителей. Почему не берете специалистов? Я делаю это нормально. Сейчас ежегодно мы практику принимаем минимум 45-50 человек, молодых студентов, независимо какая профессия. Общежитие даю, бесплатно питание надо, чуть зарплата надо. Приезжает, проходит практика на заводе. А если говорят, мне ваша практика не надо, меня только подпишите, у вас был. Этих нам не надо. А кто практика приходит, поэтому они потом остаются. Многим нравятся условия Якутцемента, река Лена, красота, город рядом. Моя такая кадровая политика, в последнее время у меня все ведущие специалисты, руководители, все местные. Весь завод 900 с лишним человек, все хангаласы родом Республики Саха-Якутия. Мы не знаем, где находится миграционная служба республики. Но за кадром не бегаем. Смотрите, вот эта политика, когда привлекались кадры со всего Союза, да, ну, в советское время, ведь не секрет, что не все были такие, как Алиш Забидович Мамедов. Да? Было очень много временщиков и так далее. И их количество зачастую было каким-то раздражителем для местного населения. Ну, помните все вот эти времена там, и так далее. Да? Как раз вы приехали в достаточно сложное время, когда, что бы ни говорили об дружбе народов в Советском Союзе, да, ну, где-то там трещинки, кирпичики выпавшие и так далее всегда были. Я в последнюю очередь скажу, что Алиш Забидович, который приехал в 1979 году осваивать Якутию, да, он временщик. Вы наш коренной, уже устоявшийся, уже Якутия без Мамедова — это не Якутия. Да. А что такое временщик в вашем понятии? Вот вы были Мамедов, а временщик — это кто? Временщик, на самом деле, есть ребята уже отслужившиеся. Я много временщиками работал на нашем заводе, хотя они не временщики, остались тоже многие постоянно работают. Они приезжали, узнали на севере зарплата больше, на «Жигулю» заработаю, уеду. И на машине заработаю, уеду. И много оставались за зарплатой. Они приходили, увидели охота, рыбалка, грибы, брусника. Слушай, вроде и самолет недорогой, на отпуск ехать, родина можно ехать. Оказывается, дорога оплачивает через 2 года отпуск. И на семью даже дорога, детям оплачивают, северное интересное им положение. Многие это заманивало, чтобы больше оставались. А временщики, на самом деле, они и временщики, и в гараж, в котором живут, и дом, который не чистит, улицу там, а есть такие временщики. Они были, и 90-е годы их показал, они быстро начали собрать шмотки и начали еще ругаться директором. И у меня там было очень мощные скандалы. Я молодой директор, мне все 31 год, и развалился союз. И в это время все бегает, и все говорят, я всю молодость отдал Якутию, я всю энергию отдал Якутию. Я говорю, да никого мне Якутии не отдали, вы все здесь брали. Зарплаты брали, отдых ездили, тайгу ходили, охоту ходили. А вдруг, когда плохо стало, вам надо уехать, купи мои квартиры, плати мне дорогу, ничего не хочу. Такие у меня скандалы мощные были. Потом у меня телевидение эти годы, Шестакова у вас такая была, Наталья. Да. Она меня обманула. Передач снимала, я думал, она отключила камеру. А как заранее подготовились, сказал оператору, уходите. Он ушел, она говорит, давай, я могу покурить. Покурила, и я по-честному. Я там по-честному тогда молодой был. Сегодня вы располагаете свободно беседовать, да? Тогда перед экраном я теряться мог и не говорить особо трудности, молодой директор. Тогда я говорю, что я всегда говорю, Якутия мне дал работу. Там зарплата, отдых, друзей. Первые знакомства, все Якутия мне дал. Я все говорю, Якутия мне дал, а вы говорите, я отдал. Сейчас поэтому даже много, она потом делала передачу про меня, я ее не могу найти, где в архивах есть. И меня потом Олег Минский в разных районах, когда ездил в выборы, поддерживал главы республики, президента республики, Михаила Фимовича Басагисова. Меня говорили, что мы смотрели вашу передачу, а когда Махсулоха якутскую передачу мы смотрим после 2000-х годов, не было Махсулоха. А в других районах смотрели, оказывается, там бурно обсуждали, как парень правильно говорит, что Якутию меня дал.
Поэтому Якутия без меня поживет. Я без Якутии не могу, если честно. Смотрите, вот у нас Якутия на самом деле уникальна. И грибами, и охотой, и рыбалкой, да, и теми же видами ботом, ленских столбов, всем богато. Но у нас еще уникальность в том, что свыше 120 национальностей проживают. В Морозы ли только дело, что вот такой конгломерат народов, да, он живет дружно и не предъявляет никому никаких там счетов за того, что твой там предок моего немножко обижал и так далее, и так далее. Только ли в Морозах дело? Или что-то есть еще другое, которое сплачивает, связывает вот этих представителей вот этих многих национальностей? Алис Завидович. Этот вопрос я задаю себе. Я в Тиксе тоже служил, да, там были 76 якутов, 5 венков и 18 разных национальностей, и один азербайджанец в роте, да, и это тоже проходил там, да, и наш завод многонациональный, это, как я говорю, да, это вопрос себе задаю. И знаешь, где обиды появляются, хотя и люди молодого возраста могут зарываться, меня Махслуха второй расшел, я 9 августа, 7 ноября, меня как мастера поручили повесить плакат, ну, слава Октябрю, там, на празднику, там, да, и я устанавливаю рабочим, командую с улицы. И подошли два парня, сказали, тебе 3 дня срока, чтобы много здесь не было. Ходит тут какой-то азер. Я удивлялся, как так это, мы же Баку русским так не говорили. Ну, короче, они меня и пугали, и сказали, сегодня уже, если я отзывался бы, я неплохо боролся те годы, сила была, но можно было, я решил помолчать. Оказались они работники завода. Я потом, естественно, их нашел. Через 2 дня мы тоже Кавказ любим искать, кто меня видел, зачем оскорбил. И они потом стали чуть ли извиняться, и друзьями большими стали, великие специалисты, ну, говорили, излишко выпили. А такая же обида может потом рано. Я в Тиксе видел много обид, да, как маленького бьют. Почему-то маленькие всю ночь пол моют, а здоровые спят. Я против этого сколько там дрался, один Бог знает. И об этом отдельная сказка у меня есть, да. Поэтому несправедливости вокруг везде есть. Но а так-то я удивился, этим заводы, молодежный комитет, комсомол, дружба школы, садики свои, сами построили свои садики, да, и объекты хорошие. В спорт меня пригласили, я сразу чемпионат района по борьбе поехал, Булгухтаха, помню, было. Меня заставили, есть серп молот, дружба, сено косили. Много было правильно. Плюс почему-то с севера, кто приезжает, мне кажется, нет здесь время или желания предъявить какие-то земельные, личные, национальные. Все акцентом говорят. Я понимаю, что мы все кавказцы много говорим, да, хотя Северный Кавказ это россияне. Якуты нас учат говорить по-русски, да, тем более я в Якутию приехал, только обучаясь чуть-чуть русский язык на уроках, да, на самочке все, и до сих пор видит акцент такой, никак не справишь. Да, поэтому вот эта дружба, которая заведена тогда была, поэтому эта традиция, что соблюдать, вы не поверите, в 91 году, когда Союз развалился, все развалился, я молодой директор, комсомол нет, партию убрали, я назначил себе замдиректора по молодежным вопросам. Сегодня тоже могу сказать, что нашем заводе до 35 лет работает 380 человек, до 35 лет. У них интерес другой же. И я до сих пор держу молодежный комитет отдельно, отдельными финансами, футбольный клуб отдельно. И они в разных конкурсах республики участвуют, разные мероприятия проводят, молодежные вечера проводят, ботом едут сплавиться или еще что делают, да? Они сами просили. Иногда вечер свой приглашает. Меня приятно, что я сохранил то, что было, я видел. Я-то видел, что нормальные комсомольские вечера были. Были там негативы тоже, но не будем об этом говорить. Да? И всегда надо смотреть, сколько плюсов и сколько минусов было того времени, этого времени. А здесь, как, к сожалению, много в предприятиях даже у нас нет такой дружбы, нет таких комитетов поддержать конкретно молодежь отдельным финансом. Может быть, делает крупная компания наша республика, да? Поэтому вот эта дружба, которая заведена, никто не имеет права нарушать. И иногда, когда я спорю, мы кавказцы тоже встречаемся же, и другие национальности на охоте, на обычном, на свадьбе. Якуты, я считаю, даже сегодня иногда один якут из Сахалы говорит друг другу, а мы говорим, националист. Он не понимает, что такое национальный язык и националист. Мы не понимаем, мы больше националисты Кавказ, чем якуты. У вас территория, у нас территория, да, живут все, и все так дружно, и в лесу встретишься, нет уже так косяков, давай того погоним, да, дружно как выйдет, поговорят, как удача, как чего. Поэтому здесь как-то вот за эти все годы, как обосновывался наша Якутия последние 400 лет,
слушаем историков других, да, а как в советское время формировался. Хорошо, что якутский национальный праздник всех воспитывает. Видите, как надо одеваться, как надо праздник ходить с детьми, родителями, друзьями. Мимо идешь, я из всех городской надо не хожу, потому что мимо ни одного улуса не могу пройти до своего участка. Меня везде приглашают, садись, поговорим. Да? Это тоже воспитываешь. Ребята, будьте такими, как мы. На земле маленькая тряпка, мой ребенок, мой национальный костюм, мое национальное блюдо, садись рядом. Я первых дней, у нас таких праздников мало. Мы Новый Байрам отмечаем, но я хочу впереди всей планеты сохранение культуры, языка, обычаи и, слава Богу, территорию. Сегодня я как уже депутат могу сказать, что не трогайте эту большую территорию ни России, ни Якутии, его культуру, границы. Больше доходов оставляет от его недров, да, это другой вопрос. А так, поэтому, наверное, заложена от коренного народа дружба, а потом от остальные тоже привыкают. Если ты изначально не можешь дом гостей пускать, значит, извини, тогда гость может быть дебоширом. И такие же есть у нас, знаем. Я знаю, я раньше кудрявый ходил, черными волосами, не стыдился, работал. А сейчас седой, и за кода выходки какого-то земляка месяцами переживаешь, воспитываешь, едешь, как случилось. Вот это и есть. И не говорю о земляках, там, у любой нации это есть, да. Поэтому мне всегда нравится эта реклама «Россия, щедрая душа». Только не надо гадить этой России. Живите миром, где живет. У Бурятии, Тува, Калмыкой поеду. Я знаю, Калмыка меня как встретит. Туву поедешь, много тувинцев друзей, много есть бурятов друзей. Поэтому такие коренные, крутые народы живут в России. Это же такие республики. А если Кавказ весь наш взят, Северный Кавказ, все там братья, друзья у меня есть, да. Поэтому я думаю, что это большая сила России, это дружба. Это не то, что показывают в фильмах другую, колумбиец, там, мексиканец дружит, там, да. Они тоже дружат. Нельзя говорить, что в других странах дружбы нету. Другая дружба может быть, да. У нас другая дружба. У нас коренная дружба, это мощная дружба. Мысль очень, кстати, правильная. Обычно же подводят, вот вы, как говорите, представитель, не то чтобы диаспоры, да, вы как бы азербайджанец, который уважаем. Если земляк молодой, по молодости что-нибудь там накосячит, ошибку сделает какую-нибудь, стыдно будет вам. Да? Поэтому очень правильный подход, когда занятая молодежь, которая вовлечена в процессы там, спорт, организация праздников, соревнований каких-то, да, и так далее, у него просто времени не будет идти косячить, да? Какие-то претензии предъявлять кому-то там. Повеселились, ладно, веселиться-то надо тоже уметь. Это же очень большое умение, на самом деле. А сейчас смотришь, у нас в начале нашей передачи вы очень хорошую сказали, да, фразу. Гость бывает двух видов. Это садись, весь дастархан твой, да, и второй знай свое место. Да? В смысле, стой себе молча. Куда привяжешь, там должен стоять, да. Вот, смотрите, у нас миграционные вот эти процессы, они не только вовлечены же граждане там, Киргизстана, граждане Таджикистана, других республик, да, бывшего Союза, Казахстан очень много, да тех же украинцев очень много. Да? У нас же всегда было такое, что любой национальности, он не только вот на этом клочке земли, которая ему отведена, по праву рождения, он мог поехать куда угодно. Да? Хочешь Калининград, хочешь на Чукотку. Всегда была такая возможность. И эта возможность, по-моему, это очень большая сила для того, чтобы знакомиться с другими культурами, знакомиться с другими народами, что чтят на их земле. Я абсолютно уверен, что Алиш Мамедов, он чтит все традиции, которые приняты в Хангаласском улусе, знает, где все сакральные места Хангаласского улуса, вкладывает силы в свое сохранение вот этих мест. Да? Вот считаю, что я тут не словословие пою, да, я просто говорю, что как ведет себя Алиш Мамедов, так должны вести себя все. А не так, чтобы там обучаешься в школе, там разделился по принципу таджикистанец там, или узбекистанец, да, пошел других мальчиков бить. Совершенно это ошибочно. Все корни вот этих конфликтов лежат от возраста, от даже не самого рождения до того, как ты станешь взрослым. Придет тебе некая мудрость. Вот я до 25 лет головы не имел, тямы не имел, как у нас говорят. Да?
Вот это вот то, что вообще, по-моему, производство любое, она не терпит ошибок. Хоть от кого это исходит. Или от седовласого мастера, или от начинающего работника. Слесаря, все правильно. Правильно? Да-да. Стройка не терпит ошибок. Человек упадет и ничего не... Согласитесь? Согласен? Ну, видите, как на самом деле, я всегда, когда даже беседую с друзьями и детьми также было, мы все воспитываем в семье. Вот откуда появляется потом плохой ребенок, всегда вопрос. От одной крови. Учили, говорили, одной школе учились, одной общине живешь, одной армии служили. Но сегодня также живем же, обучаемся, школы неплохие даже, чем тогда были современные. Я их много строил, 22 каменных школ, участием Экоцемент построены, да, спортзалы, дети, воспитание есть, да. На самом деле надо уметь воспитать дружбу, уважение друг к другу. Фильмы такие должны быть. Я всегда удивляюсь, вдруг откуда ненависть появляется, берет ружье и одноклассников стреляет. Это кто так воспитывает? Интернет, фильмы плохие. Много же, да, темы есть. Это не мамедовская, может, тема, да, как производственника. А как человек могу рассуждать, что я сам удивляюсь, живя в маленьком многонациональном поселке, и много национальностей, много объектов, везде молокозавод, и хлебзавод, и такое учреждение, и такое учреждение, свои школы, садики, и как-то дружно. А надо оставать дружбой. И у нас спортзал хороший, ты смотришь бассейн. Лет 33 назад я бассейн построил. И до сих пор не можем Покровск, там в других районах недорогие бассейны строить. Не обязательно для Олимпийских игр, да, не соревнований. Для здоровья детей учиться, хотя плавать. И сколько детей ходит? Каждый месяц 1300 детей посещений. Они там дружат, действуют. Кто в спине плавает, кто сальто делает. Условия не создаем. Футбольный клуб. Якутцемент. В 2011 году наши дети стали, наша республика, много видов спорта. Индивидуальных мы молодцы. А командных мы России никогда ничего не выигрывали. Первый раз дети наши, Масоловский цементник выиграл чемпионат России. Выиграл в Москву, потом в финале Махачкалу 4-3. Игорь Афанасьевич звонит, говорит, что ты сделал? В клубных командах мы никогда никого поздравляют, их нам города, как положено, там в большом спортзале пригласили родителей, да. Поэтому эти дети сейчас пишут друг другу, а меня такие слова пишут, что вы... А я кто? Директор завода организовывал, ежегодно выделяет 2,5 миллиона денег на одежду, форму, на поездки Нерюнгри, на поездки Хабаровск. Пусть едут. Вчера вот финансировал детей, хотят играть в шахматы чемпионата Дальнего Востока. Денег нет, а талантливые пацаны 4. Родители говорят, половине даем, вперед езжайте, увидите другой город, Владивосток, 5 дней там побудете, месяц займете, не займете. Если так не будем делать мы, я как производство думаю, что мы все производственники должны социально ответственные предприятия. Зря, и раньше у нас садик баланса завода был, и спортзал, и бассейн. Я бассейн не отдал, спортзал уже поселковский, да. Поэтому я понимаю, что производство, алмаз, золото, социальные вопросы государства. Но в этом же социальном пространстве я живу. Мой работник живет. Один тот же дом я хожу, один подъезд на той же улице, не освещенные. И мы говорим, извините, у меня бизнес, а вы освещаете. Поэтому не получается. В моем понимании, в моем воспитании, я поэтому иногда, может, мой рейтинг хороший района, уже последний 4-й созыв, я думал, уже пора же провалить меня. А у меня каждым годом рейтинг то 47, 77, 85, 85, и в всех деревнях по 96. Я уже как родной деревне пешком хожу, и каждый ребенок обнимается. Этого нельзя делать другим, что ли? Кому запрещено вообще трудить, хорошо жить, уважать старших, помогать бедным, помогать больным? Это не запрещено. И она, и дружба оттуда появляется, независимо. Ты же, когда помогаешь, не национальность помогаешь, ты, когда помогаешь, работу берешь слесаря, ты даже не думаешь, кто он. Берешь и думаешь, что Саха, Акайся, Венка, а я синий, Акайся, Тувинка. Берешь на юриста, говорит, я из Тувы, а вот ничего страшного, звать так же, как наше имя, да, Айта там, Айсу там. Поэтому я вот думаю, что в нашем обществе, естественно, есть якуты молодцы, нас надо хвалить. Вот наш Дом дружбы народа много мероприятий проводит, по национальным общинам нас собирает, вопросы, мероприятия. Наша культура очень много делает, хотя мы культуру плохо финансируем, я считаю, да, но они все равно показывает пример дружбы между нами. А так спичку да всегда поднести можно. Сегодня видите, случается в мире такие вещи. Кто-то кого-то может подвести. Да. Дело в том, что один язык все делает. Вот сегодня я к вам шел, да, я сам по-другому думаю. Какой-нибудь чудак зайдет, Аргунов, скажет, слушай, ребята, знаешь, я слушал вчера, Мамедов говорит, что да, этот Аргунов, кто он такой, я его передачу уже пойду.
И он так скажет. И я удивлюсь, естественно, да, Аргунов, если знает Мамедова, он скажет, это Мамедов сказал, правильно сказал, а ты чего-то ко мне пришел. Он должен его, этого человека, да, а он заводит, а некоторые заводятся, говорят, слушай, ну что ты, Алиш, смотри какой, а? Я приезжаю сюда, ты меня отчитываешь, пошел отсюда, этой передачи не будет. Грязь сделать очень легко, Кайса. Мамедов в жизни такую не скажет, да? И зная этого человека, я многим землякам так воспитываю, что, ребята, вы не верьте, что это было так. Проверьте сначала разум, логику этого действия человека. И много дружбы, и даже в семьях, даже земляки, братья, свати там друг другом из-за этих 3 лишних слов годами их мерить никто не может. Это беда общества, я не знаю, почему так. На самом деле, хорошие, простые, одновременно сложные и одновременно простые вещи. Да? Вот обыденная жизнь, работник предприятия, молодой специалист, ставший руководителем. И он через все это прошел, в этом котле варится и руководит предприятием и передает доверие народа так, как ему это научила жизнь. На самом деле, вот принято же вот, славянское лицо, да, ну, не азиатское, и сахалар, если заговорят, они будут очень стесняться говорить на своем языке в присутствии представителей других народов. Да? Будут говорить это некультурно и так далее. Присутствие Алиша Забидовича, многие, наверное, сахалар просто не будут задумываться, они спокойно будут, потому что Алиш Забидович понимает все. Он знает, он уже свой, он такой же саха, только азербайджанской наружности. И как он относится к земле, которая стала для него второй родиной. У вас, кстати, семья большая же, да, в Азербайджане? Мы, да, 7 братьев выросли. 7 братьев. Большая, дружная семья – это и есть основа всего. Еще раз говорю, вот когда ребенок рождается, старший брат, сестра с ним нянчится, он передает, не только мама, старшие братья, старшие родственники, они передают вот это, как относиться к жизни, как относиться к другим людям, как относиться к другим, у кого разрез глаз другой. Ведь это хорошо, что в Азербайджане сохраняются такие традиции. Я тоже чту, как там сохраняют традиции, как там относятся к культуре, как относятся к языку. И сам факт того, что в советское время там вуз на азербайджанском языке, да, сейчас же очень много споров идет, школа на каком языке должна обучение проводить. В это время все было. Все, что сейчас оспаривается, это все мы проходили. Конечно. Если не в советское время, царское время, если не позавчера, буквально минуту назад мы проходили, надо просто слушать, понимать, еще раз говорю, включать логику. Бывают вещи такие, которые вот говорят. Кто говорит? Надо включать логику. А мог ли он так сделать? Я вот сейчас скажи мне, что Алиш Забидович отказал там футбольному детскому клубу, я ни за что не поверю. Просто логика такая, что всегда на страже социальных программ, каких-то детских программ, вот развивающих вот этих. Хорошо, что у нас в Якутии, в Республике Саха, огромное количество таких людей, как Алиш Забидович. Спасибо огромное, что согласились прийти абсолютно без подготовки. Я не присылал вам никаких вопросов. Я просто сказал, давайте поговорим о том, как в Якутии могут уживаться и не предъявлять друг другу каких-либо претензий представителей свыше 120 национальностей. Ведь это уникально. Это не только из-за погоды. Это еще как к земле относишься, к соседу относишься, к другу относишься, кто с тобой за партой сидит, кто с тобой потом на производстве рядом будет стоять, подавать инструмент. Это тоже, от этого очень многое зависит. Поэтому всем желаю таких руководителей, как Алиш Забит-Аглы. Это была программа «Один из нас». И я еще раз говорю, я не попытался словословить. Я просто очень давно знаю, как живет Максагуловский завод. Ведь не дай бог остановись цементный завод, станет вся стройка. Не будет у нас детских садов, школ. Но надо 2 слова сказать, что мы в самом развитом пике находимся, когда меня пригласили. Самый рекордный год выпуска цемента за все 52 года. Якутцемента в этом году 555 тысяч тонн недавно было, будет по году 580 тысяч тонн.
И на самом деле мы не болото Бетянюримче. Строятся наши республики, и газовики, энергетика, алмазники, золотары, ветхое жилье, школу, социальные объекты, дорогу сейчас потребляет. Мы даже не успеваем просто обеспечить. В этом году было бы 100 тысяч, что они 100 забрали. Дефицит же был? Дефицит стал, да. Поэтому это показывает, и много денег Расширяться вам? внимание выделяет. Мы, вот поэтому, слава богу, вовремя в 2018 году открыли третью печку, современные мельницы, современные муку делаем, классно. Если мост будет строиться, мы готовы выпускать цемент для моста. Поэтому, если все сказать о дружбе, цемент все скрепляет, про цемента не сказать нельзя. У меня есть один такой юмористический момент в жизни. У меня один важный работник, он моему водителю рассказывал, что я читаю книгу про Миклуху Маклай. Полкниги читал, все про Маклая, про Миклуху говорят ни слова. Я юмору, да? Поэтому, если говорить о нашей республике, о таком богатом республике, о цементном заводе, без цемента нельзя, на самом деле, она основа строек. И желаю я вам всем, как цемент, крепкой дружбы, уважать нации, народности, детей, стариков. Меня все называют Убай в деревнях. Мне уже стыдно, Убай Ханда Барден пишет, я говорю, уже Убай стал. А так я думал, что молодой человек еще, да. А на самом деле якуди чтят Убая. И многие, все главы деревень Убаем называют. Все учителя школы прихожу. И поэтому, наверное, это от якутов идет дружба. Вы завели в своем дворе такой порядок. И надо под вашу музыку танцевать, а не свою тут устраивать. А и у нас она получается. И поэтому я приветствую, пример России, и, наверное, Бурятии также, я думаю, что других, но мы здесь живем. Я про Якутию говорю, что мы большой пример, как мы здесь организовали нашу жизнь, наш быт, не имея в виду маленькие косяки. Их 10%, а 90% у нас классно. Надо просто не обращать внимания. Не, конечно. Спасибо еще раз. Спасибо. С наступающими праздниками и увидимся ровно через неделю.